Представители благотворительного фонда «Мял» навестили Хамхоевых. Несколько месяцев назад на долю этой семьи выпало серьезное испытание. Несчастный случай произошел с главой семейства. К счастью, он остался жить, но необходимы были средства на лечение и поддержку его близких. Подробности этой истории у Идриса Ижиева. Привезли вам кое-какие гостинцы. Сотрудники благотворительного фонда «Мял» за последний год стали не просто опорой, а настоящими друзьями для семьи Хамхоевых. 2020 стал для них роковым. Глава семьи Магомед попал в страшную автомобильную аварию, после которой молодого парня в буквальном смысле врачи вытащили с того света. 15 июня сделал аварию сильную, лежал в реанимации, потом еле вышел из комы. И нам нужна была помощь, чтобы делать лечение. И нам фонд «Мял» помогли, дал саду, царь. И без того сложное материальное положение стало еще хуже, ведь многодетная семья жила исключительно на зарплату главы дома. Узнав о безысходном положении Хамхоевых, сотрудники благотворительного фонда «Мял» откликнулись одними из первых. На протяжении года Магомеду помогали как денежными средствами. Мы помогли ей сбор средств для реабилитации, объявив. Собрали 230 тысяч, направили Магомеда в Дагестан, реабилитационный центр. Там они долго не задержались, прошли обследование и вернулись домой. Лежали также у нас в больницах. Такая помощь была оказана с нашей стороны по линии фонда. 40 дней комы, а после долгие недели в реанимации. И все же врачи смогли спасти жизнь Магомеду. Однако о полном выздоровлении говорить рано. Глава семейства прикован к кровати из-за травмы позвоночника и внутренних органов. Нужно еще раз отвезти его за пределы и лечить. Пролежни лечить надо очень сильно. У него очень сильные большие пролежни. Их надо вылечить. Еще раз вывести. А вы уже определились, в какую клинику поедете? Мы хотим в Новокузнецк поехать. Там клиника есть хорошая, где только лечат пролежни, только там. Сертификат на 230 тысяч. Эти деньги дают шанс Магомеду на выздоровление. Столь внушительную сумму собрали всего за несколько дней. На странице фонда в социальных сетях разместили сбор, где неравнодушные переводили деньги, а также делали репосты для продвижения темы. Помимо всего, больному помогли с получением инвалидности. Направив все бумаги, министерство пошло навстречу, проделав все процедуры максимально быстро. Ведь сейчас Хамхоевы как никогда нуждаются в деньгах. Такие примеры помощи дают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, не только материальную поддержку, но и помогают поверить в свои силы даже самым отчаявшимся. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.